Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельное интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова. Юнусбек Бангиреевич, Сергей Клашин. Салам алейкум. И первый вопрос у нас связан с приемом граждан. 18 февраля вы провели очередной прием граждан. С какими вопросами к вам обращались жители республики? Ну, в принципе, вопросы они не меняются. У кого какие? В целом, конечно, социальный блок. Это помощь и в жилье, это помощь и в лечении, помощь в поступлении в высшее учебное заведение, ну и так далее. У нас обычно бывает, как только начинаешь по каким-то программам выдавать жилье, то ли это вынужденные переселенцы, то ли еще оползневая зона, появляется категория людей, которые все-таки думают, что вот сейчас может у них тоже получиться, надеются на это. Ну и плюс есть реально те, которые остро нуждаются в программах, проектах, или там по ремонту жилья, или же по строительству, или же вообще те люди, у которых нет жилья. Поэтому, конечно, здесь приходится по-разному подходить к этим вопросам, в том числе и с выделением земельных участков, и с ремонтом. И хорошая практика здесь используем для этого благотворительные фонды, которые включаются в эту работу и оказывают посильную помощь вот таким людям и в сборе средств, и в помощи там, строительными материалами и так далее. Ну и та категория, которая там просится в высшее учебное заведение поступать, у нас такие тоже, в этот раз были 3 человека, и одна из девушек тоже хочет поступать, конечно, мы будем содействовать, но все будет зависеть от единого госэкзамена. То есть есть категории, которые хочет получить лечение. Здесь есть ряд вопросов, в том числе, когда человек говорит, я в стране у нас не хочу лечиться, а хочу поехать в Китай там, или в Европу. А это, конечно, большие суммы денег стоит. Мы часто видим программы на Первом канале, на Втором канале, в федеральных программах, когда и в федеральных СМИ, в газетах, когда у людей открывается счет, и людей просят помочь собрать деньги на лечение того или иного человека за границей. Поэтому эта практика, она мировая, в мире есть такая практика. И когда такие люди, когда наше министерство или в целом Минздрав России предлагает услуги в нашей стране, по ряду причин они хотят выехать за пределы, конечно, им надо понимать, что у государства нет таких средств. А это как минимум там, 60 тысяч долларов, а как максимум там, за 100 тысяч и более долларов. То есть это большие деньги для бюджета республики. В бюджете их нет, и бюджет не может их выделить по закону. Собирать эти деньги очень тоже тяжело. Поэтому мы, когда такие люди обращаются, советуем им аналогичное лечебное заведение в нашей стране и берем на контроль. И такие тоже у нас лечатся, операции проходят и довольно успешно. В том числе многие не знают, какие услуги у нас уже за последние годы оказываются. То есть не надо выезжать за пределы республики даже. Те же обследования, там, в том числе или по туберкулезным болезням, по онкодиспансерии там, или по другим направлениям, уже у нас их можно получить. И если нет доверия нашим врачам, что есть не совсем хорошо, у нас хороший специалист, хорошие врачи, то к нам приезжают периодически светилы этого направления нашей страны. Профессора приезжают, они присутствуют при операциях, присутствуют при обследованиях, то есть они сами лично проводят прием. То есть гражданину, опять же, дано право и возможность выбора. Есть такие граждане, которые даже когда мы говорим вам, куда едете лечиться за границу, назовите, какое лечебное заведение за границей, чтобы мы запрос сделали, уточнили, лечат такие болезни, лечат. Или же, если даже у нас деньги есть, чтобы мы перечислили туда деньги, то этот гражданин или родственник там просит нас не перечислять, а дайте мне деньги, а я сам там разберусь. То есть, опять же, мы идем и объясняем людям, что мы не можем так делать, это незаконно, а даже если бы через спонсора нашли бы деньги, мы не можем вам на руки деньги давать, кроме как помочь на дорогу. Остальное мы должны напрямую через счета оплачивать и эти квиточки показывать. В том числе
это противозаконно, на руки давайте. Да, и прокурор, и любой там проверяющая организация, она может выявить там коррупционную схему, завтра никому ничего не докажешь. То есть вот этот прием граждан, я почти так подробно говорю, это каждый человек со своей проблемой, и вот там приходит с этим человеком, общаясь, его убеждать, прав он, не прав. Если он прав, конечно, ему надо помогать, и мы помогаем. В тот же день Ингушетию посетил легендарный хоккеист Александр Якушев, вместе с которым вы вручили хоккейную экипировку 100 форм юным спортсменам республики. Является ли этот факт стимулом для наших хоккеистов и появится ли в нашей республике женская хоккейная команда? Стимул, конечно, большой. То, что сам каток ледовый назван именем легендарного Александра Сергеевича Якушева, двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира. Это легенда советского хоккея. Это продолжение сегодня российской школы хоккея. Когда такие люди, как Александр Сергеевич, приезжают, когда его имени мы называем школой, это такой шаг в будущее, шаг таким наметом на большое будущее нашего хоккея. У Александра Сергеевича в Москве есть своя система соревнований, потому что клубная, и он обязательно наших детей туда тоже включит, они будут ездить там на соревнования. Должен быть цикл соревнований. И Александр Сергеевич, и Вячеслав Фетисов, чья академия открыта в Магасе, вот благодаря вот этим легендарным личностям, ихнему опыту, их школе, мы должны выстроить систему сборов, тренировок и соревнований наших детей, подготовки. Поэтому, конечно, дети, которые получили, тем более из рук такого легендарного человека, и форму, и напутствие, они, конечно, должны быть мотивированы на то, чтобы быть лучше и быть похожим, и стараться быть похожим на таких легенд, как Александр Сергеевич Якушев. Насчет женского хоккея я ничего плохого здесь не вижу. И нормальный вид спорта. И если у нас есть, по крайней мере, если в хоккей не пойдут, то на коньках научатся кататься. И если Министерство спорта с правительством проработает вопрос, желающие, конечно, могут. У нас есть возможности. Почему наши девочки не могут в том числе играть в хоккей? Конечно, там умников найдется много, которые будут говорить, там, женщинам надо сидеть дома и так далее, и так далее. Но это обычно бывают те, которые сами не могут за своими женщинами уследить, а везде что-то видят такой негатив. Поэтому на таких не надо обращать внимание. Ну, в рамках определенных там наших и традиций, обычаев, и эдел, и вулок. Ну, здесь, конечно, надо и женщинам тоже, нашим девушкам тоже давать возможность заниматься спортом. Любая девочка, которая занимается спортом, здоровым образом жизни, это здоровое поколение, здоровое будущее. Мы на днях открываем бассейн в Магасе. Этот бассейн мы посвящаем всей женской половине. И там не будет мужчин вообще, там одни женщины будут. Почему не должны они там заниматься и планованием, и здоровый образ жизни вести? Это же работает хорошо. Поэтому я думаю, надеюсь, что и женская команда тоже, детская, по крайней мере, детская у нас будет, а там дальше посмотрим. Вместе с сенаторами, депутатами и сотрудниками постоянного представительства республики в Москве вы посетили монумент памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» и почтили память наших предков, переживших депортацию в 1944 году. Расскажите немножко поподробнее про этот визит и про мероприятие. Ну, сам памятник – это дань памяти народов, людей, которые были депортированы, репрессированы, которые подвергались жестоким репрессиям сталинской преступной клики. И этот проект был поддержан президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И, кстати, и Министерством культуры Российской Федерации, и лично самим министром, и большое количество общественников, членов Совета Федерации, депутатов родились за этот проект. Почему? Потому что сегодня в органах власти, сегодня среди народов, населяющих, ну, если не почти все или все нельзя сказать, но большой процент населения, кого коснулись эти репрессии. Было принято в советское время считать, что это были какие-то враги, так же, как и наш народ. А потом, в последующем, уже все поняли, что это не враги. Это были
те, кто не согласны с правилами игры, жестоким обращением. Были очень большой процент был тех, на которых наговаривали. Если помните, там советское, ну вы не помните, а взрослые это помнят, советские анекдоты, там сосед позвонил там в КГБ и доложил, что там рядом сосед кушает икру там с белым хлебом, да, вот, и с маслом. Вот такие, так называемых стукачей было много. И они закладывали, они и вводили в заблуждение. Этот памятник был сооружен в том, что с участием огромного количества людей, простых людей. Многие вносили деньги, в том числе, если вы помните, и наша республика, наши жители приняли участие, я сейчас не буду фамилии называть, там, тех, кто там участвовал, но многие участвовали, принимали участие, вносили деньги, почему? Что ж, этот памятник посвящен в том числе нашему народу, целому народу, который депортирован. И в связи с этим я давно имел цель, чтобы сходить на этот памятник. Вот нашелся повод, когда что в этот день мы оказались в Москве. Мы пошли, почтили память, возложили цветы. И почтили память не только нашему народу, а всех народов, всех людей, репрессированных, депортированных сталинским преступным режимом. Мне сам памятник понравился. Да, есть там некоторые неточности. Я, когда этот памятник представляли, в том числе проект здесь в Ингушетии, я там просил там на языке каждого народа что-то написано. Ну, не знаю сейчас, просто в тот момент я там не заметил этого, может, я неправильно смотрел, может, есть такая надпись, дал поручение по спреду, чтобы обязательно с главным архитектором, со скульптором переговорить, чтобы на ингушском языке там слова «дал гешдул», «дал каждый», мы тогда это говорили, вот такие слова, они там должны быть на этом памятнике. На языке всех народов, которые были депортированы, касалось это, вот такие слова. Это красивый, хороший монумент. И я уверен, что люди, когда бывают в Москве, надо находить время. И не говорю там каждый раз, но в такие дни особенно, там, конечно, ходить там и каким-то образом дань уважения отдавать и тем народам, которые депортированы, репрессированы, и тем, кто стоял у истоков создания этого памятника, дань уважения тому же скульптору памятника, архитектору, тому же Министерству культуры России. Почему? Потому что это огромный труд, и это труд такой, чтобы мы никогда не забывали про те страшные репрессии, которые попали в том числе наш народ. В продолжение темы. По случаю 74-й годовщины выселения ингушского народа из родного края и Дня защитника Отечества 23 февраля и в нашей республике прошли памятные мероприятия. Многие считают этот день днем только траура. А вот на ваш взгляд, насколько важно сохранение памяти о трагических страницах истории нашего народа, а также о защитниках Отечества, среди которых было очень много ингушей? Я не раз уже говорил об этом. Может показаться, что мы специально это делаем для того, чтобы перенести эту дату. Нет, конечно. Никто ее... Я могу там своим указом сегодня там, эту дату не назначать, там, и не отмечать. Там, мы просто будем концерты проводить там, и отмечать День защитника Отечества. Ну, это ничего не даст. Это мы плановые, протокольные наши вещи не проведем чиновничьи, но люди-то все равно будут это делать. Поэтому я считаю, что наша практика, которая в Ингушетии сложилась, она хорошая практика. Мы, во-первых, не должны осуждать тех, кто считают это днем трагедии нашего. Я лично считаю, что это день трагедии нашего народа. Но мы вышли из этой трагедии. Я из тех, кто, в том числе, которые считают, что не надо обязательно только думать в этот день только про эту трагедию. Ведь и Сталин, и Берия, и те, кто за этим стоял, они же так и закладывали, не только наш народ. Ни один народ не был выше. Начало выселения начиналось не у одного народа в будний день, а в обычный день. Все начиналось именно в праздничный день. Я не буду там перечислять, население это все знает. И каждый здравомыслящий человек, там, они должны задуматься, а почему? Логику включить и понять, а почему так было? И сами же себе ответить на этот вопрос. Это же сделано на зло, это же сделано, чтобы мы через 74 года об этом думали, говорили. И критиковали тех, кто в этот день, помимо там
дуа, сах, там, других вещей поминальных, что мы вспоминаем. Еще там кого-то поздравляет с Днем защитника Отечества, или там улыбается, смеется, там, и почему в этот день не плачем. Есть такая поговорка, дело там, Ленина живет, да, дело партии живет. Если мы так будем идти, значит, то, что задумал и Берия, и Сталин, и другие, кто стоял за этим, значит, то, что они сказали, сбылось. То, что они задумали, оно сбылось. Мы и через 74 года продолжаем горевать, мучиться, стесняться и говорить о том, что нас считали предателями. Да хватит уже об этом говорить. Кто нас считал предателями? Нас считали предателями враги нашего великого народа, сами же враги. Почему мы об этом постоянно говорим? Один раз сказали, 2 раза, 3. Ну так давайте закончим. Но при этом я считаю, да, в этот день и я, в том числе, ваш покорный слуга, и любой человек, сын своего народа, конечно, и утренняя молитва, и обеденная, все на всех молитвах должны вспоминать этот день, делать хотя бы сунт ламас и два прочитать за что-то. Конечно, должны саг лучше, саг далдес, молтиш, тес. И то, что сейчас в эту пятницу, так как совпало с пятницей, очень хорошо, и в центральной мечети, в других мечетях люди дуа прочитали, и молитву коллективно сделали, и сах сделали, и бязикр сделали. То есть сделали вещи, которые необходимо в такие дни делать. Что плохого? И те, кто смог, пришли на митинг. И мы там на митинге в том числе и на мемориале памяти славы вспомнили и про тех страшные дни, которые там депортации, и тех, кто дал Гештальт Бенча, мы знаем. Но при этом вспомнили про тех, которые воевали, защищали, которые достигли определенных результатов в защите Отечества во все времена и являются защитниками Отечества. И когда мы говорим об этом в том числе, и когда дуа читаем в этот день на мемориале памяти, мы должны, конечно, дуа читать и про тех погибших, 6500 наших земляков, которые там дал Гештальт на фронтах Великой Отечественной войны погибли. И про тех, которые там в дороге, в депортации умерли от холода, от голода. То есть это все комплекс. Кто-то говорит, не надо это все связывать. Но это опять же право каждого. В чем хорошо, когда в семье не просто там только мы привыкли, вот отец доминирует, он сказал, так и будет, да. Ну, с возрастом дети вырастают, кто-то там становится образованным, кто-то еще как-то по-другому видит. И у родителей с детьми начинаются дискуссии. Да, в любом случае будет, как отец сказал, но все равно есть дискуссии. Здесь то же самое. Если и я, и вы, или другие думают по-разному, в этом ничего плохого нет. Наоборот, хорошо. Нельзя и так, и так. Ни в коем случае этого нельзя делать. И нельзя идти на поводу у Сталина, у Берии там, или у других этих и плакаться. Но уж точно нельзя и не горевать в этот день, и не вспоминать этот день. Это тоже там понятное дело. Они же тоже не просто это делали. Они знали, что наступят эти дни. Они понимали это. И, конечно, понимали, что в обществе найдутся разные люди. И, может, другая совершенно мера есть, другая совершенно механизм есть, там, когда можно этот день отмечать только как день трагедии. Да, это тоже, если отдельное государство, конечно, выявили его как отдельный день, а день защитника там, Отечества выявили другой день. Если мы в пространстве общей великой страны живем, мы не должны каким-то образом одно подменять другим. Но опять же подчеркиваю, что федеральная власть в лице там, администрации президента Российской Федерации или же полпред, или аппарат полпреда нам не диктует, что вы, ай-яй-яй, смотрите, не вспоминайте своих там депортированных. Я иногда слышу такие слова, что вот чиновники вынуждены там волю какую-то. Да нет такой воли и нет такой глупости. Нам никто не диктует. Это есть 23-й праздничный день в календаре российском, и мы, отмечая депортацию нашего народа, в том числе и вспоминаем наших защитников Отечества. Я уже там выступая говорил, если мы это делать не будем, про нас же, их же никто не вспомнит, если не мы. Поэтому мы должны об этом говорить, думать, но при этом уважать мнение друг друга, независимо. Да, можно там резко высказаться, оскорбительно говорить или про тех, или про этих, но я считаю, это невоспитанность многих людей,
и неуважение и к традициям, к обычаям, и к самой этой памятной дате. Говорить о том, что я вот один-единственный патриот, а остальные не патриоты, ну, совсем тоже не воспитанность, так будем говорить. Надо уважать мнение друг друга. И вот как мы сейчас 23-е провели мероприятие, так же проводить. И это вот мы и вспоминаем, и помним, и показываем, что мы как регион, как республика, как народ состоялись, помним свою историю, помним и хорошее, и плохое, помним и славное, и трагическое, и с этим уроком будем идти дальше жить. К другим вопросам. На прошлой неделе вы провели совещание по организации и проведению выборов президента России 18 марта. Также вы проинспектировали ряд участковых избирательных комиссий республики. До выборов осталось меньше месяца. Насколько мы готовы к проведению вот этого главного политического события года? Мы готовы. У нас, так же как у всей страны, есть большой богатый опыт. У нас есть хорошие организаторы, в том числе руководители избирательной комиссии с богатым опытом. Есть инструкции, есть положение о выборах, то есть есть частичный контроль над этим, не без этого. Ну и есть помощь Центральной избирательной комиссии, администрации президента, в целом внутренней политики, большое количество материалов, в том числе и печатной продукции. И нам не надо лишние финансовые средства тратить. Здесь огромное спасибо Центральной избирательной комиссии, лично ее руководителю, за вот такую колоссальную помощь регионам и нам в том числе. Наша задача только остается провести, как мы всегда это делали, организованно провести выборы, обеспечить явку граждан, обеспечить порядок на избирательных участках, безопасность. Поэтому мы провели промежуточный смотр одного из избирательных участков, провели там совещание, это было в городе Сунчжа. И я думаю, что до 10 марта еще раз одно такое совещание, показное занятие на одном из участков тоже проведем. На заседании Президиума правительства республики были обсуждены вопросы, связанные с объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Расскажите, что это за объекты? Мы не только в этом году, объекты, которые вводим в этом году, и начинаем строительство в этом году, и они вводятся в следующем году. Их порядка 47 объектов. Это в своем большинстве социальные объекты. Школы, садики, объекты спорта, культуры. Но мы отдельно не обсуждали здесь вопросы экономически важных объектов или инвестиционных проектов и объектов. Их тоже у нас большое количество. В целом мы в этом году и на 2019 год переходящими порядка у нас будет более 70 объектов, не считая дорожной или там инженерной инфраструктуры. Это большой проект и большое количество объектов. Мы уже доводили на встрече с главным сельских поселений. В ближайшее время этот паспорт населенных пунктов, он будет там периодически показываться на телевидении, чтобы люди услышали, увидели, что у них появится только буквально за эти 2 года там, в селах. Это дома культуры, это школы, детские садики, тротуары. Мы в этом году не успели, в следующем году у нас будет посвящен и будет там называться там, годом тротуаров, да, мы должны тротуары делать везде. То есть много-много вот таких проектов. Только в этом году мы сдаем школы более чем на 6 тысяч учеников. Это большой процент. Мы в этом году еще где-то на 10% сокращаем доступность дошкольного учреждения. А по итогам следующего года выйдем уже на уровень, я думаю, под 85% обеспеченности детей дошкольным учреждением. Это колоссальная помощь и Владимира Путина, президента страны, правительственного блока во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И особо хотел бы в этом вопросе поблагодарить там, Ольгу Юрьевну Голодец, которая курирует именно социальный блок, который является драйвером вот этого всего направления и жестким, так я бы сказал, таким контролером. И, конечно, профильное министерство, которое не только нас, регион Ингушетии, но и другие регионы поддерживают, это и руководители Министерства образования России, Министерства здравоохранения, Министерства культуры и Министерства спорта. Вот этот социальный блок мы сейчас как раз и вытягиваем для того, чтобы все-таки отсталость республики от других регионов в социальных проектах каким-то образом хотя бы выровнять.
На этом заседании также говорилось и о весенне-полевых работах на 2018 год. Ингушские аграрии намерены засеять яровыми культурами более 44 тысяч гектаров сельхозземель. Какая поддержка будет оказана аграриям, в том числе и из федерального бюджета? Здесь мы критикуем наших руководителей. Сегодня я общался по этому поводу с экономическим советом. Мы видим там некоторые недоработки, в том числе нет приоритетов, и мы видим не совсем грамотно Минсельхоз и руководство Акори участвует в распределении задач между ГУПами и крестьянско-фермерским хозяйствами. У нас есть некоторые ГУПы и крестьянско-фермерское хозяйство, которые даже в убыток продолжают по ранее намеченным там вещам идти и приносить еще больше убытки. Там, где должен быть реальный доход, реальная прибыль. Но сейчас министерство, в целом правительственный блок задачу получили. Мы в ближайшее время проведем еще одно совещание по этому поводу, переуточним планы. И тогда уже будет видно, как мы будем перераспределять средства или распределять средства, в том числе федеральная поддержка. Ну уж точно, вот как мы сейчас идем, да, это лучше, чем было, но тем не менее у нас есть более чем плодородные земли, которые могут там на выходе дать рекордный урожай из гектара земли, они дают самый минимальный урожай. И это раз, один из таких моментов. И отсутствие контроля. То есть вроде бы как урожай был, а потом раз, и его нет. Куда он делся, начинает рассказывать разные варианты. Как я уже говорил, любой ГУП, любой крестьянско-фермерский хозяйственник должны этот урожай, свою работу делить на 4 части. В том числе ту часть, которая она может пойти для лиц по просьбе или там, по списку там, главы села, там, который согласован с имамом, или имама села согласован с главой села, чтобы не пересекались одни и те же нуждающиеся. И этим людям тоже помочь. Но у нас почему-то, как не приходишь, есть один только одно деление помощи – мяснаха. Начинаешь спрашивать эти мяснаха, ну и обычно получается из ближайших родственников, директоров ГУПов и тех остальных. То есть получается не совсем правильно. И вот 3 пункта, которые деление должно остаться, это и зарплата работникам в первую очередь, это и обновление техники, купить новую технику, отремонтировать, привести в порядок. Это и средства, которые должны остаться на закупку семян, горюче-смазочных материалов других. Там вообще ничего нет. И почему-то мы пока не научились. Я почему говорю мы? Я виноват в этом, и правительство в целом, и Министерство сельского хозяйства, и Акори. Просто не научились правильно контролировать этот процесс. А в целом где-то на 80% план хороший, но при этом вот эти коррективы, если сейчас внесем, мы успеем до начала основных весенне-летних работ. Я думаю, что план на этот год, он такой перспективно хороший и даст хороший результат. 20 февраля вы приняли участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Вы вместе с родителями выпускников сдали экзамен по русскому языку. Как вам качество проведения ЕГЭ и сложные ли были задания? Ну, наша сдала, это громко сказано. Я думаю, что я там получил как минимум 2, как максимум 3. Так можно говорить. Ну, во-первых, торопился мне, когда надо было ехать. Во-вторых, очень сложно, я вам скажу. Но это сложно. Я и в прошлом году сдавал, и в этом году. Сложно, когда ты первый раз приходишь, садишься, и это надо там послушать, понимать. Но это совершенно не сложно для детей, которые учатся. Я еще раз дал поручение, все-таки директора школ, педагоги, классные руководители вообще с 9 класса должны готовить детей к сдаче единого госэкзамена. Если они это сделают, я думаю, что у нас 100-бальников будет больше, там, ну и детей, которые не будут волноваться на экзаменах, а будут уверенно сдавать, будет больше. Вопросы, они несложные. Все зависит от того, что я вот там посмотрел вопрос, если ребенок не то что на отлично или на хорошо, а если он на твердой 3 учится, то он в состоянии ответить на эти вопросы, получить, по крайней мере,
аттестационный балл. Ну, а если те, кто не учится, или родители не контролируют там, или не смотрят, как это происходит, значит, для них будет сложнее. Но, тем не менее, экзамен должен быть или в форме единого госэкзамена, если он такой есть, или же в форме просто экзамена, какая разница. Но каждый человек должен получить. Это и есть аттестат на зрелость. Ты закончил школу, идешь уже или высшее, или среднетехническое, или там СПО, куда ты идешь учиться. Ты должен понимать, что после получения аттестата, буквально там через 4-5 лет, ты женишься, ну, как вариант, и будешь иметь свою семью. Если ты к получению аттестата не созрел, не проучился, и потом в последующем не сможешь выполнить задачу за эти 4-5 лет, пока ты женишься, ну, кто-то позже женится в том числе, и не получишь ли высшего, ли другого образования, в том числе там среднетехнического, то есть не научишься жить правильно, и тогда вступление во взрослую жизнь, конечно, оно будет там таким, не с хорошим подтекстом. И тогда у тебя получится, что ты женился не для того, чтобы содержать семью, а для того, чтобы создать проблемы и для себя, и для общества. 22 февраля в Москве наш спортсмен Моусар Евлоев защитил титул чемпиона по смешанным боевым единоборствам. Вы стали почетным гостем турнира и поддержали Моусара. Как вы считаете, насколько повлияла на него мощная поддержка земляков при выступлении за пределами Ингушетии? И какие перспективы у нашего чемпиона? Ну, Моусар, он везде стабильный, независимо там здесь. Я помню, его тоже оказался в Шанхае. И в Китае как раз первый бой Моусара. И там же в Китае первый бой был Морозова, кстати, с кем он бился. Они хорошие друзья. Морозов хороший парень, Сергей, с Казахстана. И мы всегда за него болели. У нас в республике 2 раза выступал. Но опытный, очень опытный боец. Ну, Моусар, он везде одинаково себя чувствует, одинаково комфортно чувствует. И у него есть хорошая черта, которую должны взять многие спортсмены. Он, во-первых, запоминает те установки, которые дает тренер, и план боя и в первом, и во втором, третьем, или там каких-то раундах. И четко этого плана придерживается, или, по крайней мере, старается придержаться этого плана. Он по возможности довольно серьезно изучает своего соперника будущего. Ну и при этом он довольно серьезно готовится. Он очень выносливый. И в состоянии биться там все 5 раундов, а то и 10 раундов, там, как в первом раунде. Это, опять же, мотивация, он мотивирован на бой, мотивирован на победу. И в данном случае, даже если бы не было такой поддержки, а поддержка была хорошая, и наша община Московской области, ребята приехали, поддержали, мы поехали, поддержали. Ну и мы рады, что он хорошо, досрочно победил, защитил титул. И сейчас мы проговариваем с руководством М1 для того, чтобы в мае, кажется, или в апреле у него будет еще одна защита титула. Это уже 2-я защита будет. И после этого, конечно, даст там Всевышний, мы его там уже рассматриваем в UFC для следующего боя. Хотя я лично считаю, что ему еще рано об этом думать. Ему надо еще там 5-6 боев провести, еще проявить, показать себя. Ну и плюс я все-таки думаю, что мы завтра с президентом Федерации М1 переговорим. Может, даже Моусара завтра пригласим. Сейчас подумаем. У него хороший тренер, наш парень, но опять же все-таки надо тренера классом выше брать. Уже почему? Потому что совершенно другой уровень начинается. Защита титула – это довольно серьезная тема, и здесь, конечно, надо в разных ракурсах, направлениях готовить. Следующий соперник более чем серьезный, я пока не буду об этом говорить. Поэтому, конечно, а тем более, если там на другие площадки выходить Моусару, и не только Моусар, и я дал поручение вот этих там десяток наших топовых бойцов, по ним отдельно план составить, тренировочную схему и сборовую схему составить, и чтобы их уже там вести, в том числе мы будем искать наших предпринимателей, которые там каждый на себя возьмет 1 или 2 спортсменов, которые будут там поддерживать, помогать там финансово.
Поэтому спасибо Моусеру за такую хорошую победу, его родителям. Но вообще отцу, наверное, больше спасибо. Почему? Потому что он их мотивирует, он их всех детей когда-то заставлял заниматься спортом через «не хочу», а сейчас уже дети сами. Наверное, отец их сам их останавливает, они все рвутся в бой. Хорошие ребята, хорошая семья. И для всех жителей тоже как пример, вот берите такая же семья, как братья Халмурзаевы. Там, конечно, Алгештол, там без отца ребята выросли, и они доказывают, показывают. И вот Моусер, его братья, и другие ребята, Далгиев, Хамзат, вот они все, посмотрите, они не менее религиозные, если не более. Но они не показухой не занимаются, понтов у них нет. Они все делают красиво, хорошо и достойно представляют республику. Поэтому берите пример все и занимайтесь спортом, все получится. На неделе вы также встретились с ведущими блогерами и журналистами республики. Обсуждались наиболее острые проблемы региона, касающиеся волнующих активных пользователей социальных сетей. Как вы рассматриваете деятельность региональных блогеров? Ведь от них тысячи подписчиков получают самую разную информацию. Ну, знаете, вот идея, чтобы собрать, была перед вот именно 23 числом. Я хотел их послушать, их мнение, да, почему. И тем более я большинство из них знаю. Если с ними вот один на один сидишь и разговариваешь, они грамотные, толковые, очень эрудированные, начитанные и патриотично настроенные молодые ребята. А вот когда иногда заглядываешь там в соцсети и видишь, что он пишет, когда он там пишет, еще начинаешь думать, а не фейк ли это, и он ли это написал. Попытки всегда думать, что ты вот такое мощное государство Республики Ингушетия, и оно оказалось случайно там в составе России, или Россия вошла в состав Ингушетии. Вот я там сижу в соцсетях, расписываю там, как же такое мощное государство Ингушетия с ядерным потенциалом до сих пор живет там, терпит Россию, да? Вот смотришь на таких людей, и я не буду сейчас фамилии называть, которые получили образование, которые живут в стране великой, и которые стесняются гордиться страной великой. Они готовы гордиться Украиной, Грузией, что тоже хорошо, пожалуйста. Но своей страной надо гордиться, не стесняться этого. Придумывать тысячи причин нерешенных проблем, в том числе со сталинских времен, там, советских времен. Но это наша страна. Наша страна. Мы живем за счет этой страны, за счет пенсии этой страны, за счет денег, которые эта страна выделяет, за счет учебных мест, которые мы живем в этой стране. Мы должны гордиться за свою страну. И когда ряд людей, которые в соцсетях находятся, они пытаются вот каким-то образом демаршем показать, что они выше там какие-то системы и могут выжить и без этой страны, как они там. Это, конечно, меня вызывает удивление, это раз. И собирая этих людей, я не говорю, что среди них они есть, но тем не менее. Я хотел у них уточнить, они образованные люди. И это у нас дискуссия, она не закончилась, мы договорились еще раз встретиться. Как они, что они думают по 23 числу? Как можно осуждать людей, которые ставят памятники рукотворные Сталину, да? То есть мы осуждаем это, что он враг народа, это не обсуждается. Наш враг не обсуждается, он тиран не обсуждается, кровопийца не обсуждается. То есть это все понятно. И те, кто ему ставит памятники, они имеют на это право, но мы их тоже осуждаем. Но уж точно, если бы наши поставили бы там, представитель репрессивных депортивных народов там поставил бы памятник Сталину, конечно, это еще хуже, да, ну, как бы. И мы тогда превращаемся в предателей своего народа. Но это рукотворный памятник. А если памятник не рукотворный? А если ты до сих пор живешь идеями Сталина, Берии? То есть вот здесь где? То, что мы говорили про 23 число, там,
Не в плане того, чтобы вбить всем голову и отказаться от 23-го. Нет, мы не откажемся от того, что 23-го началась депортация нашего народа. Она шла там несколько дней или неделю. И здесь вопрос был, как они думают. И мне приятно, что каждый из них ответил так, как он думает, не стесняясь. И нечего было меня стесняться, бояться тем более. И мы еще раз соберемся по этому поводу. Почему? Потому что мне важно их мнение, как они об этом говорят в соцсети. Это первое. И второе, мы с ними обсуждали вопросы выборов президента. А вот я пойду на выборы или не пойду на выборы. Это опять же возвращается к тому, что я сейчас только что сказал. Ну, ты можешь пойти на выборы или не пойти на выборы. Это дело каждого. И у нас нет обязаловки, чтобы кого-то гонять на выборы. Но вопрос в другом. А если ты не пойдешь на выборы, а зачем тогда в соцсетях ты пишешь, что ты недоволен властью? Ты же не пошел на выборы. Тогда и не имеешь ты права писать в соцсетях там, или где-то голос подавать, что ты там властью недоволен. Это одно. А второе, причина, почему ты не идешь на выборы. В чем причина? И почему ты должен быть таким неблагодарным к системе государства, в котором ты живешь. Даже, может быть, не все так хорошо. Но посмотрите, мы за 70 лет советской власти и в последующем современной Ингушетии не построили столько, сколько мы построили за последние 6 лет. Это не от того, что я там хороший, и благодаря мне, вот там, можно сказать, вот я в Куру пришел, все построил. Нет, конечно. Но уж точно не больше, не меньше, где-то больше, где-то меньше даже. Деньги выделялись, власть помогала. И если нам сегодня удалось это сделать, это бытность там нынешней власти, мы не говорим, за кого человек должен голосовать, а говорим за то, что должен, обязан пойти. Его обязанность святая пойти на выборы, да? А за кого голосовать, это его личное дело. Поэтому в этом плане тоже мы обсуждали этот вопрос. И третий вопрос там был, это когда любой маломальский участник в соцсетях начинает свои какие-то обиды туда закладывать. Вот я ехал, меня водитель, да, этот гаишник обидел, и тут он начинает в соцсети это все выкладывать, как его гей. Или поехал там в очередь, его не пропустили, опять это все в соцсети. Или поехал где-то там, что-то ему не так сказали, и опять это в соцсети. Есть такое выражение, плач Ярославны, там, русское выражение. Но об этом тоже мы говорили. Что ты вот свое личное выносишь на какой-то суд. И когда такие люди это делают, они нужные комментарии оставляют или сами там комментируют, чтобы его поддержали. А те комментарии, которые там человек пишет, там ему, а что ты здесь это все выложил? Ну иди разберись с тем, кто тебя обидел, там что ты или если там помню случай, напьются где-то, драку устроить в любом городе страны России, там, регионах там, а потом начинают в соцсети. Вода, дай, хаделыш, нас избивает, нас убивает. И мы тоже это обсуждали. Почему мы это обсуждали? Потому что вот это закидоны, так называемые соцсети, они вызывают тоже определенный такой ажиотаж среди людей. Кто-то искренне на это реагирует, думая, и вправду там нашего земляка убивают и избивают. Кто-то искренне реагирует на то, что и вправду там где-то милиционер-гаишник или кто-то и вправду обидел. Кто-то с издевками, кто-то, наоборот, с еще большей провокацией. То есть это не вызывает такого хорошего отношения к народу, к региону. Ну и крайний вопрос там был, конечно, это все-таки при всем при том, что мы пишем какие-то там минусы на свою республику, ну, стараться хотя бы найти там неделю раз, там, хотя бы позитивные вещи. Не хотите вы написать там про чужих, там, хотя бы про своего красивого племянника, стишки пусть он расскажет, там, про своего ребенка расскажите, про своего котенка там, или там, про свою жизнь, там, лошадь во дворе. Там. Ну, что-то такое-то покажите в республике. Есть же что-то хорошее у нас, в конце концов, помимо ваших там этих обид, там, внутренних, непонятных там, вещей. И к чему тогда все ваши молитвы, посты, там, там, к чему это все, если вы, даже любой имам, священнослужитель вам скажет, что если вы с этой грязью живете внутри и все выплескиваете, к чему это может прийти?
Ну, хоть что-то светлое же найдите. Вот это обсуждали, и надо понимать, что все ребята это понимают прекрасно. У нас вот такая хорошая, живая беседа прошла, и мы договорились, что надо там все-таки периодически с этими людьми встречаться и расширять границы, в том числе и из других регионов, приглашать таких же, и говорить об этом, разговаривать об этом. На прошлой неделе вы провели заседание Совета по правам человека по итогам 2017 года. К уполномоченному по правам человека республики с вопросами о нарушениях их прав обратилось большое количество людей. Но их было меньше, чем в 2016 году. Есть ли конкретные факты нарушений? И еще вопрос касательно того, что в соцсетях, опять же, распространяется разная информация, в том числе о якобы зараженной воде. Разного рода лозунги, призывы пойти на митинг, субботники. Но, и, на мой взгляд, наши люди достаточно осторожны в этом плане и всегда ждут официальной информации, Да. в том числе и ваших комментариев. Ну, скажу так, можно по-разному подходить. С каждым годом обращения и жалобы людей на нарушение права их меньше становится. Если мы, ну, это тоже, к этому есть тоже причина. Почему? Потому что много вопросов решено. Если многие больные в прошлые годы выезжали за пределы, то они уже сейчас получают лечение здесь. Им нечего обращаться к власти. А раньше эти обращения были там, оплата на дорогу туда-обратно, там, не получение квоты, там, ну и так далее, и так далее. Много было. Берем тех же поздняков или вынужденных переселенцев. Было много. А сейчас, если там плюс-минус взять, там, ну, процентов 90 их уже получили жилье там готовое. Там, они тоже, конечно, там, если могут быть обращения, то только на то, что там что-то неправильно что-то делали. Было много обращений от людей, которые жили в домах аварийных, там, я имею в виду, квартирных домах. И это тоже проблема решается, государство помогает, их тоже становится меньше. Было много обращений, которые были связаны с действиями правоохранительных органов в те годы. Там. Любой арест человека, там все, опять же, те же писатели в кавычках выкладывали как похищение человека, эскадроны смерти, ну и так далее, и так далее. Это были такие заготовки, в том числе, которые там лидеры банд подполья выставляли, чтобы народ настроить против машины правоохраны там, или власти в целом. Это тоже, к счастью, уже нету. Почему? Потому что люди поняли, что это не тот путь. И молодые ребята не ведут там уже на поводу у идеологов, у бандитов и так далее. И поэтому, конечно, обращений с каждым годом становится все меньше и меньше. Но сегодня больше появляется бытовых проблем у людей, бытовых обращений. В том числе такие обращения, как, например, обман в магазинах. Товар продают, а он некачественный. Такие обращения, как невыплата своевременной заработной платы. Или же те же обращения там, учителей, которые бывают иногда по стимулирующим. Почему там директор школы по своему усмотрению распределяет стимулирующие, а не по фактам и не по результатам работы тех же учителей. То есть это такие рабочие моменты. И, конечно, и уполномоченные по правам человека, и другие уполномоченные этим занимаются, работают. И мы реагируем на них, на эти обращения, и заставляем некоторые вещи исправлять и принимаем по некоторым вопросам и кадровое решение. Поэтому я уверен, что с каждым годом этих обращений будет все меньше и меньше, но без обращений жителей, граждан мы не останемся, поэтому и эти институты созданы. Насчет воды, уже не первый раз мы это слышим. У нас есть такая организация, как надзирающий Роспотребнадзор. Они не дураки себе, конечно, это уголовное дело, если они там где некачественная вода, напишут, что это качественно. Поэтому, как только эти слухи пошли, везде все это проверялось, все это смотрелось, и нигде у нас таких угроз нет. Это не только у нас, это такая тема пошла по соседним регионам в том числе. То ли это предвыборная такая акция, но ее дано поручение, и МВД, ФСБ этим занимается, безопасность занимается. Если завтра подать мы выявим этих там писателей, так называемых в кавычках, они могут и уголовный срок за то, что вводят людей в заблуждение. Но на всякий случай мной дано поручение проверить эту информацию. Она на сегодняшний день, должен сказать, что она не подтверждается, но
По крайней мере, на это нужно сейчас лабораторное исследование. Если подтвердится, конечно, мы оперативно быстро вмешаемся. То есть у нас нет сегодня повода, причины, почему же не просто так где-то вода это появляется. Мы знаем наши водоемы, скважины и так далее, и нет такого повода, чтобы беспокоиться о воде там, или о качестве воды. Да, где-то жестче вода, это понятно, мы это видим. Особенно это в Сунжском районе. И в этом году сегодня я заслушал как раз про следующий транш, который мы осваиваем более 300 миллионов в этом году, чтобы еще лучше выправить ситуацию с водой. Мы сейчас закончили или заканчиваем хороший проект, мы это доводили до глав населенных пунктов. Именно работаем сегодня по воде в своем большинстве, чтобы с водой было меньше проблем, и вода была качественная. Насчет там призывов выйти на митинги или там так называемые субботники, я не буду называть тех, кто призывает народ к этому. Это уже люди, пускай сами дают оценку. Вообще там я считаю, там не обсуждать этих людей. Все знают, там, про кого мы говорим. Но опять же, не надо ходить на митинги, не надо ходить тем более на субботники. Если надо будет, мы пригласим. Надо будет, мы скажем, где. И не надо идти на поводу. Почему? Потому что прежде чем пойти, вообще посмотрите, кто вас зовет на это мероприятие. Если вы где-то 5 лет назад, 6 лет назад, 7 лет назад, а то и 10-12 лет назад видели этих людей где-то на субботнике или на других мероприятиях в поддержку народа, против бандитов, против там чего-то, тогда вы можете моральное право имеете пойти за ними. Они не были тогда. А тихо сидели дома и никому не мешали. И никуда не лезли. Поэтому сегодня пытаться там, если это там так называемая мягкая или другие организации куда-то вызывают, приглашают или призывают, я их предупреждаю, руководителей, что надо аккуратнее быть с этими призывами, чтобы завтра, послезавтра и по линии Минюста, так как вы как общественная организация создавались, чтобы по вам не было принятия решений, и по линии прокуратуры, в том числе или МВД, чтобы не было возбужденных дел, или административных, или уголовных, чтобы вы не думали, что вас власть притесняет. Надо думать, прежде чем объявлять где-то на своих соцсетях людям, что куда-то надо на улицу выходить, к чему может это привести. Ну и особенно для жителей скажу, если у нас хуже, чем вчера, мы имеем моральное право выходить куда-то. Но у нас сегодня на порядок лучше, чем вчера. Мы с каждым годом улучшаем ситуацию. Поэтому ваша задача, жителей нашей республики, помочь власти, не мешать власти, помочь нам выполнить те задачи, которые перед нами стоят. Почему? Потому что когда мы живем без суеты, без митингов, без провокаций, федеральному центру хочется нам больше помочь, понимая, что то, что выделяется, идет для нужды народа, для людей. Поэтому я просил бы все-таки не поддаваться на эти провокации и быть помощниками во всех отношениях и местным органам власти муниципальных, какие бы они там ошибки не допускали. Почему? Потому что другой власти у нас нет, мы есть и есть сегодня. Если мы плохо работаем, давайте вместе исправлять эту ситуацию. И муниципальным властям, и, конечно, руководству республики. Почему? Потому что нам важна помощь населению, и нам важно, чтобы население радовалось тем проектам, которые мы сегодня реализуем. Почему? Потому что это делается для людей. Есть у нас ошибки, есть недостатки, есть минусы, мы их знаем, но при этом есть и большие, огромные успехи. Давайте мы это тоже будем видеть. Что ж, это были все вопросы. Юнусбек Мангерович, благодарим вас за интервью. Баркул, я рассказал отдельно Галамет Алида, раз объявление, раз Сиган, да. Хензе дитят искамял. Нахкет был жа, сану я здесь шел, я шел, тут шел, шейлама, башахакал хаджа, шей догик хаджа, шей дала хелин хаджа, валнах. Сану маслина إيش حمد هذا دليل سودان حمد هذا دليل سودان بولش حمد ديت هذا دليل بقدر دار مرحمدات نو سيغن رد وين مسنين خل ده
Анялычы в 1944 году Вайдай. Томут барыш, цех барыш. Ну оно ежери, вежери. Халхам хантас цаадат. Лаш такие, ночь такие. Сбал ты скача. Вы нагдали, Вайдай. Каман нагдали, вы силу рдеждали. Эзделадали, волокадали. Конечно, же тимуш динашка, вы динаш дислудать. Рахка сдыхал халара сиган шуна рахоз хотит масна мяждикишка имам же торка же тамада же юрта же молтни шад базикр энт мел бакмол дукамнат масна далга болсагал дукка кегешнага шейрос кадылла ноқаслдят ноқаслдал чан далга болсагал далда сарча беркат кал дал масна мяра дал зерка дал таниалчы вейцде чвентире сади нагбат дагу ара регионах Российской Федерации, Валашонша, Казахстане, Киргизстане, Европе, во всем мире, галай, малва, очмотки, ногчи, малва, очмотки, изделяться, кастеш, галай, ногчи, бояж, шей, археш, ход молти, шиш, сагал уже, болбе же, хозерит ждет нах. Сан мастин дал, рязхал, дал, сахал, удолд, дал, мастин дакважнул, сахал, мен бейнчана, няка цвече цабагаш халоя чан дальше гештол налгайдом был самостин Баркалдайрасан. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Баматгиреевича Евкурова. Всего доброго.